эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Глава Якутии Айсен Николаев побывал в Верхоянском районе с рабочим визитом. Какие мероприятия он посетил? Традиционный субботник состоялся в столице республики. Были осмотрены особо проблемные участки. В Якутске продолжаются чемпионаты первенства Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу. Кто показывает лучшие результаты? 89 новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировали за минувшие сутки в республике. Так, в Якутске выявлено 36 случаев, в Мирнинском районе 21, в Тампонском 10, по 4 пациента с COVID-19 обнаружили в Алданском и Неренгринском районах, по 2 в Вилюйском, Ленском, Мегино-Кангаласском, Момском, Аймиконском и Татинском районах. Кроме того, единичные случаи заболевания выявили в Намском и Алекминском районах. Студенты Северо-Восточного федерального университета будут учиться дистанционно до 1 марта 2021 года. Соответствующий приказ подписал ректор университета Анатолий Николаев накануне. Напомним, университет перешел на удаленный режим работы с 14 октября. Тогда срок был установлен до 1 декабря 2020 года. Затем дистанционное обучение продлили до 6 февраля. Глава Якутии Айсен Николаев посетил поселок Батагай Верхоянского района. В рамках рабочего визита в поселке состоялось торжественное открытие нового больничного комплекса, также награждение братьев Наумовых, встреча с сельскохозяйственным кооперативом «Полюс холода» и с погорельцем жилого дома. Подробнее в материале Саргланы Неустроевой. Долгожданное событие – открытие новой больницы в поселке Батагай стало настоящим праздником для местных жителей. Новый комплекс рассчитан на 30 коек с поликлиникой на 180 посещений в смену. Более того, как отметил глава республики, на сегодняшний день это самый лучший больничный комплекс в Арктике. В 2015 году был создан проект ПАО «Саха-проект». Вот это вот наша больница. И в 2016 году, в октябре месяце, была забита первая свая. В ноябре уже 2016 года были начаты строительства. И вот сейчас, как мы видим, в декабре месяце такое красивое, светлое, большое здание было сдано в эксплуатацию. Еще один важный пункт поездки – встреча с представителями сельскохозяйственного потребительского кооператива «Полюс холода». С ними глава республики обсудил проблемы развития сельского хозяйства на севере, в частности, внедрение нового закона по молоку. Очень много Екатерина Алексеевна делает для развития здесь животноводства, производства местной продукции. Ее продукция известна далеко, за пределами даже нашей Якутии. Вместе с тем, конечно же, сельское хозяйство на севере, особенно в вот таких условиях Арктики, оно требует отдельного подхода, отдельных каких-то решений. Также глава республики встретился с погорельцами жилого дома по улице Амосова. Всего здесь пострадало 4 квартиры, 2 из которых принадлежат собственникам. Дом 60-го года постройки. Трагический случай произошел буквально на днях. Не обошлось без жертв. Я хорошо понимаю горе погорельцев, и даны соответствующие поручения и властям и района, города соответствующие будут даны для того, чтобы эти вопросы в ближайшее время были решены и погорельцы могли получить новое жилье. Последним пунктом рабочей поездки стала встреча с братьями Наумовыми. Летом 2019 года Костя и Аэстан, рискуя собственной жизнью, спасли тонущего ребенка. За подвиг глава республики лично наградил ребят памятной медалью Совета Федерации и нагрудным знаком «Горячее сердце» Фонда социально-культурных инициатив. Сарглана Неустроева, Георгий Григорьев, Верхоянский район. С этого года начинается ликвидация наиболее опасного объекта накопленного вреда окружающей среде по природоохранному проекту «Ликвидация хвостохранилища Куларской золотоизвлекательной фабрики». Напомним, хвостохранилище введено в эксплуатацию в 1965 году. Предназначалось для складирования отходов, обогащения и создания системы
оборотного водоснабжения. С 1990 года хвостохранилище не эксплуатируется. Проведена работа по выделению средств из федерального бюджета в рамках регионального проекта «Чистая страна», входящего в состав национального проекта «Экология». В этом году начнется выполнение первого этапа работ по ликвидации. Также в 2021 году завершится проектирование рекультивации несанкционированных свалок в городах Вилюйск, Нюрба и Мирный. Ориентировочная дата подписания госконтракта 22 марта 2021 года. Также еженедельно проводятся совещания Федерального проектного офиса Министерства природных ресурсов по реализации нацпроекта «Экология». Замечания в адрес республики по реализации нацпроекта не поступали. Все подготовительные работы выполнены, конкурсная документация утверждена, открытый конкурс в электронной форме объявлен. С апреля после определения подрядной организации начнется первый этап работ по ликвидации хвостохранилища Куларской ЗИФ. Санитарное состояние территории, образование наледи и переливы септика. Сегодня в ходе традиционного субботника были выявлены проблемные участки Якутска. Их посетил исполняющий обязанности главы городского округа город Якутск Евгений Григорьев. Подробнее в сюжете Ульяны Шагиной. В этом доме по улице Гагарина, 4 в ночь на 26 января произошло обрушение потолочного перекрытия. По счастливой случайности в ту ночь никто не пострадал. Евгений Григорьев пообщался с жильцами, в том числе и пострадавшей квартиры. Вердикт после осмотра один. В самое ближайшее время начать процедуру расселения жильцов. Мы сегодня договорились с жителями о том, что в течение недели мы изучим вариант заключения здесь договора о развитии застроенной территории на строительство нежилого объекта в силу того, что здесь попадает ограничение 7-й шумовой подзоны. Мы это решение будем принимать вместе. Через неделю мы соберемся у нас в администрации и дальше сообщим, по какому пути мы пойдем. Гагарина 4 и 2 рядом стоящих двухэтажки были признаны аварийными только в 2019 году. А это значит, не попали во второй этап программы переселения, как минимум до 2025 года. Почему столь важный вопрос вовремя не обсуждался с жильцами, Гагаринского права объяснить не смогла. Зато прокомментировали собственники. Мы не знали, что вообще можно признавать что-то, да, каким путем это все нужно признавать. Мы сами все через интернет, через что-то. Никто никакие подсказки нам не давал. Тем временем супруги Свежина утопают в фекалиях в собственной квартире в доме по улице 50 лет Советской армии 53/4. Неделю назад перемерзшая канализация выдавила грязную массу и свела на нет свежий ремонт. Невозможно найти понимание и с обслуживающими дом организациями. Они заняты обвинением друг друга. Все пошло, комнату, кухню, видите, все затопило. Это сейчас вот запах вроде, вот это получается третий день сегодня. Вот, запах есть, если бы сразу зашли, это страшно было. Жильцы дома жалуются и на холод в квартирах. На первых этажах температура не поднимается выше 11 градусов. Ситуацию усугубляют и неутепленные трубы. Результат такого отношения можно увидеть невооруженным взглядом. Подтекающие трубы образовали довольно внушительную наледь под домом. Ответ за халатное отношение в первую очередь будет истребован с управляющей компанией «Столичная», обслуживающий дом. Если вы говорите то, что это задача жилкомсервиса, я ничего не буду делать, значит вы не умеете работать. Да я все, что в границах многоквартирного дома, в том числе перемерзло, прогнило, что-то с ним стало, это ответственность вас, как управляющей компании. Для скорейшего решения вопроса с отогревом труб к работе привлекут специалистов из столичной администрации. Кроме того, жилкомсервису поручено в течение недели внести предложение в план по изменению трассировки инженерных сетей дома. Ульяна Шагина, Владимир Павлов, Якутск. Дальневосточный чемпионат по кикбоксингу памяти первого чемпиона мира Александра Иванова продолжается в Якутске. Всего в нем принимает участие порядка 150 кикбоксеров из Хабаровского и Приморского краев, Амурской области, Южно-Сахалинской и Якутии. По итогам второго дня лучшие результаты показывают спортсмены Приморского края и нашей республики. Сегодня Якутия является одним из центров по развитию кикбоксинга. Представители республики регулярно участвуют во всероссийских и международных турнирах. Напомним, победители и призеры соревнований получат путевку на участие в чемпионате России по кикбоксингу, который пройдет с 5 по 11 апреля впервые на якутской земле. На Дальнем Востоке у нас вот ежегодно проходит, и здесь вот хочу отметить Приморский край. Приморский край очень хорошо подготовлен, но Хабаровский край и Амурский край, и наши ребята тоже не отстают, поэтому здесь мне это очень
отрадно, я радуюсь, что здоровая конкуренция есть. И они не только вот соревнования, но они по жизни будут дружить, общаться. Поэтому это спортивная такая конкуренция. В столице региона подвели итоги общественной премии «Якутянин года-2020 Якутск». Кто стал обладателем главной премии этого года и что дает жителям столицы признание горожан, в материале Дмитрия Тымырова. Полный зал, звуки музыки и овации. Минувшим днем в Доме культуры имени Юрия Гагарина собрались лучшие представители различных отраслей столицы. Среди них были и спортсмены, актеры, водители общественного транспорта и другие. Каждый из них были приятно удивлены, что именно их имена попали в шорт-лист номинантов этой премии. Это стало для меня большой неожиданностью. Я очень сильно растерялась, конечно, очень обрадовалась и даже сделала замечание своим старостам, которые представили меня на эту номинацию. Потому что мы не считаем себя какими-то героями, мы просто ведем свою работу, это наш образ жизни. В этом году организаторы получили от горожан более 80 заявок по 9 направлениям. Из них ими было отобрано 21 человек. Голосование проходило в течение января на различных интернет-площадках. Нововведением этого года стало то, что организаторы добавили еще 2 направления награждения номинантов. Это номинация на страже здоровья и за сплочение поколений, которая присуждается за особый вклад в сохранение исторической памяти и вознаменование 75-летия Великой Отечественной войне. То, что я попала в номинацию «Якутянин года», считаю, что это просто выражение благодарности за работу не мне одной, а именно медикам, которые сейчас трудятся по борьбе с ковид. Спасибо, мои дорогие, за то, что вы выдвинули медиков на такую почетную премию. И это будет нам стимулом и поддержкой в нашей работе. Все участники получили дипломы номинантов, а вот лауреатами премии стали 6 человек. В список попали Наум Слепцов, ветеран Великой Отечественной войны, Виктория Шниязова, врач-инфекционист красной зоны, Юрий Романов, Петр Черкашин, Наталья Луковцева и спортсменка Сардана Трофимова. А вот главный приз гран-при премии получила самая юная номинантка Карина Колесова, девочка, которая победила рак. Она показала всем жителям республики, что не надо бояться тяжелых болезней и верить в чудеса до последнего момента. Спасибо большое, что на такой важной премии вы выбрали меня. Мне очень ценно это. Я даже не ожидала, что я выиграю. Ты молодец. Мы тебя очень любим и благодарим за то, что ты живешь в нашей республике. Всех номинантов и победителей народной премии поздравил исполняющий обязанности главы города Якутска Евгений Григорьев. По словам организаторов, данная премия в первую очередь направлена на выявление новых лиц и имен среди горожан, которые своим поступком делают нашу жизнь еще лучше. Об этих людях надо рассказывать. Они сами никогда о себе не расскажут. Потому что, как правило, это очень скромные люди. И поэтому я призываю жителей города и в последующем также активно участвовать в этой общественной премии и выдвигать лучших из лучших, тех людей, за которыми мы все с вами пойдем. Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Якутск. Мы продолжаем следить за развитием событий. Не переключайтесь, берегите здоровье.